В краю Золотого Руна, падение Анакапи, легенды Лазурного берега, исторические памятники Абхазии. В советское время эти книги можно было купить в любом киоске. Ими зачитывалось не одно поколение жителей Абхазии. С интересом покупали отдыхающие и туристы. Сейчас эти книги можно увидеть только в библиотеках. Автор этих книг Вианор Панджевич Пачуля, безусловно, вошел в историю Абхазии как краевед, историк, рекреолог, пропагандист историко-культурного наследия Абхазии. Вианор Панджевич Пачуля родился в селе Пакващ, окончил исторический факультет Саратовского государственного университета, работал в Абиали имени Дмитрия Гуля, читал лекции студентам СГПИ по древней и античной истории, руководил обществом охраны памятников Абхазии, единственной в СССР лаборатории туризма и экскурсий ВЦСПС. Вообще он написал много книг, около 30 научно-популярных, но редакторами у него были известные ученые не только наши, такие как Георгий Алексеевич Дзидзария, член Коры тогда были, и Зураб Вианорович Анчабадзе, но и такие, как корифеи науки, как Струве, академики Струве, это в рамках СССР, и Арбели. Он, значит, после, насколько я помню, после Сухотбединститута, по-моему, параллельно работал некоторое время в Абхазском институте, потом руководил охраной памятников. Там работали такие известные ученые, писатели тоже, вот, поэты, вот как Валерий Касландзе, Резо Кация, историк известный, Станислав Лакоба, тоже известный историк. Так что охрана памятников находилась в таких надежных руках. Вот. Потом он был инициатором и создателем первого, вообще единственного в Советском Союзе института по туризму при ВЦСПС. Но там тоже работали такие известные ученые, как Юрий Николаевич Воронов, Зураб Адзенба, потом Гиви Смыр тоже там работал. В бытность, когда он был начальником по охране памятников, они выпустили книгу «Археологическая карта Абхазии», написанная Вороновым, но послесловие к ней писал сам Вианор Панджевич, но это было большим достижением охраны памятников, потому что эта книга, археологическая карта, является настольной книгой для всех археологов сегодня. И работа там вот по охране памятников была поставлена так высоко, что ее хвалил Евгений Игнатьевич Крупнов, лауреат Ленинской премии, известный кавказовед. Он прямо говорил: берите пример с наших кавказских коллег. Ну, Вианор Панджевич Пачуля был человеком своей эпохи, безусловно. Можно смело сказать, что он был творцом этой эпохи, этой времени. Он был непревзойденным мастером пиара, импровизатором. Он был широко информирован, причем его информация не ограничивалась только Абхазией. Для своего времени он очень много путешествовал, побывал во многих странах, и не только в социалистических, но и в капиталистических. И в отличие от многих других счастливцев, кому удавалось вырваться в загранпоездку, он никогда не посещал никаких магазинов и прочих каких-то вещей. Его интересовало исключительно памятники старины, как это организовано там, их охрана и особенно их рекреация, рекреационное значение, чему он, собственно говоря, посвятил всю свою жизнь. Возвращаясь домой, в Абхазию, в любимую свою, он всячески пытался рекламировать Абхазию. Идея превратить Грузию
в здравницу Советского Союза, который в 30-е годы пытался воплотить еще Лаврентий Павлович Берия. Ему с успехом удалось это в 60-х годах продолжить. И, по сути дела, Вианор Панджевич, можно сказать, был одним из авторов того, что Абхазия стала меккой туризма для каждого жителя Советского Союза. Не имея возможности, как сейчас это есть, выезжать в какие-то капстраны, в другие дальние углы земного шарика, Пицунда, Гагра, Афон и другие наши города действительно стали здравницей для всего населения, желанным местом, куда каждый хотел приехать и лицезреть эти красоты. Вианор Панджевич сделал все для рекламы. Он, наверное, первым вообще стал издавать такие буклеты, которые касались отдельной тематики, какого-то конкретного памятника. Они издавались в разном формате, в виде каких-то почтовых открыток с видами на то или иное здание в Сухуми, в Абхазии, в Гаграх, какие-то виды на природу. Он издавал буклеты, он был автором многочисленных туристических маршрутов, которые он прокладывал к памятникам. Он делал очень многое, работал, иной раз и ругался, доказывал с местным правительством в том плане, что эти памятники должны быть презентабельными для того, чтобы их посещали туристы. То есть памятники — это его детище, охрана их и рекреация — это все, чему он свою жизнь посвятил. Не просто пиарил, не просто Абхазию, ее красоты, но он делал все, чтобы это стало отраслью, которая приносит доходы и государству, и люди с удовольствием шли на это. Вот в этом плане он был непревзойденный. Ахшыҩк ахьалаимҵоз иҟаӡамызт. Иара даара уаҩ ҭынчын. Иҟазшьагьы итатаӡа иҟан. Уи дызнымаауаз уаҩ дыҟамызт. Ибжьы иарӷьны дцәажәоз знык исмаҳацызт. Ԥсышәала уҳәозар дауаҩы аамысҭашәан. Асовет идгылаҿы, ари Аԥсны мацара акәым, асовет идгылаҿы Москвоума, Петербургоума ауаа нагақәа, аусзуҩцәа дуқәа, ашәҟәыҩҩцәа дуқәа, абарҭ зегьы аҩызцәас иман. Дара арахь ианаалак ԥсшьара, усҟан иаҳа иаауан, ианаалак ԥсшьара, Вианор Панџьевич дымԥшаакәа, абри ицымныҟәакәа, дрымбакәа ицаӡомызт. Абжаҩык иаауаз путиовка рымазшьак имамызт. Вианор Панџьевич дыԥшааны атурбазақәа рҿы, асоцииарҭақәа рҿы аҭыԥ рзыҟаиҵон. Вианор Панджевич руководил всесоюзным клубом аргонавтов, почетным членом которого были знаменитые на весь мир люди – Тур Хейердал, Тим Северин, Жорж Семенон, Грэм Грин и другие. Общее число членов клуба составляло 125 человек. Вообще он обладал таким предвидением, предчувствием. Стоило Туру Хейердалу задумать, как пройти по следам аргонавтов, построив этот корабль «Арго». Он сразу же организовал клуб аргонавтов, который собирался, значит, еженедельно. Проводились лекции, там, сообщения. Туда входили мы все. Мало того, он даже туда убедил, чтобы вошли в этот клуб аргонавтов даже такие люди, как Джон Пристли. Сейчас я не говорю, почти все известные ученые СССР и зарубежные ученые были сотрудниками аргонавтов. И он встретил эту экспедицию. Она должна была
на этом корабле они должны были добраться до Поти. И он там тоже их встречал. Но я вам скажу прямо, что это был, конечно, уникальный человек. И чем больше времени проходит, тем больше ты осознаешь, насколько все же он вел такую очень большую пропагандистскую работу относительно истории Абхазии, краеведения, тех же курортов Абхазии. Причем им заслушивались очень многие люди. Члены Политбюро, например, которые приезжали в Пицунди. Я был несколько раз свидетелем, когда его просто вызывали, приглашали. Он потом приезжал и рассказывал, как, например, каждый свой приезд его вызывал Кириленко, например. И Вианор Панчевич ему рассказывал всякие байки исторические. И тому очень нравилось. И как только он приезжал, он говорил: я бы хотел Вианора Пачулия. И вот Вианор Панчевич рассказывал, что у него там со зрением какая-то проблема была. И он говорит, что абхазцы у костра сидели, разжигали костер, и вот когда слезились глаза, и как бы очищалось, и зрение становилось более острым таким, в общем. Но он это рассказывал как бы со смехом, Вианор Панчевич, но очень понравилось Кириленко, и однажды он попросил, чтобы разожгли очаг, костер, и он сидел около, так сказать, этого костра, глаза у него слезились, и потом сказал: ты знаешь, мне на самом деле помогло, Вианор. Это был светлый и по форме, и по содержанию человек. Человек больших организаторских способностей, умеющий приобретать друзей, в том числе и очень известных. Вот без этого, скажем, не было бы центральной научной лаборатории туризма и экскурсий, единственной в Советском Союзе. Да. Не было бы вот этого альбома, который издан в издательстве «Планета» в 1979 году. Авторы этого альбома Алексей Гогуа, Вианор Панчевич и Николай Рахманов, очень известный фотожурналист. У него всегда было очень много друзей, единомышленников. Это был человек, который любил юмор и не обижался, когда этот юмор был в его адрес. Правда, не черный. Я вспоминаю такую вещь. На берегу мы с ним стояли, о чем-то говорили, и подходит блондин, яркий блондин, и говорит: Панчевич, мы с тобой миреносы. Он говорит: насчет тебя я не сомневался, а я все-таки альбинос. А тот говорит: а это что такое? Потом расскажу, потом. Все современники Вианора Панчевича отмечают его необыкновенное чувство юмора. И таких историй его друзей накопилось множество. А я-то его знаю со времен Соловьева Льва Николаевича, Юрия Николаевича Воронова, Олега Хухутовича Бгашба и многих других. Вова Левентас там работал. А у него ж была сначала всесоюзная лаборатория по туризму. Вообще уникальная была лаборатория, где очень было много сотрудников, молодых, передовых людей. И, кстати говоря, Юрий Воронов тогда, вот он и работая там, и завершил свое исследование, и потом издал, и защитил как кандидатскую диссертацию «Археологическая карта Абхазии». Нужно отдать должное, что Вианор Пачуля его очень поддерживал в тот период. А было, в общем, как-то очень непросто. Ну, конечно, было очень много юмора, многонациональный состав был в этой лаборатории, молодые люди были. Я просто помню что-то из рассказов, они говорили, что даже вели такие журнал ГМП «Глубокие мысли Пачулия». Ну и очень часто шутили на такую тему: хочу ли я, не хочу ли я, попаду к Пачулия. Вот такие вещи были. Вот, и я помню, даже был такой рассказ, вот тоже там был из этого журнала, что Вианор Панчевич, он же часто выезжал за границу, и в то время он уехал во Францию, был во Франции, в Париже, и когда вернулся, собрал коллектив, но это известная вещь вот из этого журнала.
Ну, он иногда мог не совсем правильно по-русски высказаться, не в том там падеже, допустим, но это получалось очень интересно и двусмысленно. И вот он рассказывает: я был в Париже, я был в цирке, и что я там видел? Как дрессировщик положил свою голову прямо в пасту льву. А Воронов Юра спрашивает: Вианор Панчевич, в какую пасту? В зубную? Вианор Панчевич возмутился, говорит: Юра, конечно, в зубную, а в какую же еще? Ну вот такие вот каламбуры были очень часто. Круг научных интересов Вианора Панджевича – история, археология, туризм всего Восточного Причерноморья, популяризация и охрана памятников культуры и природы. Вианор Панджевич относится к категории таких эпических фигур в Абхазии. Это вот, если вспомнить 60-е годы, Гажба, помните, был, когда Хрущев сюда приезжал, хлебосольная волна назывались. Вианор Панджевич умел рассказывать об Абхазии таким образом, что люди, которые его слушали, после того, как они его слушали, им в голову не проходило проверить источники, насколько достоверна эта информация. Вианор Панджевич один из немногих, который собирал архив целостностно. Я абсолютно уверен, что многие вещи, которые находятся в архиве, не были им использованы, не опубликованы еще. Я очень надеюсь, что судьба этого архива — это счастье, что он не был в госархив, сдан в свое время, что он не сгорел. Это очень важный архив. Там история в документах о людях, которые жили в Абхазии. Я думаю, что неплохо было бы, чтобы была бы вообще создана комиссия по научному наследию, которая сможет эти архивы использовать, хотя бы в том виде, в каком она есть, ссылаясь на него. Вианор Панчевич оказал очень огромное влияние на целую плеяду историков. И археологов, и историков, и краеведов. Он фактически был один из тех, который создал школу краеведения. И тут важно подчеркнуть очень важный момент. Это были 60-70-е годы. Борьба за памятники была очень острая. Это вот люди, немногие об этом знали. Чей это памятник, грузинский или там еще что-то. Очень острая борьба была. И Вианор Панджевич спешил описать все эти объекты, давая им как бы генезис абхазского происхождения. И они вот так вот в историографии остались, хотя очень много все равно оспаривают. Я кайзозеге апсни апсваре ирзгы закон. Абиш квахтазоз. Апсна пропаганда хезиоз. Это буб хаям хозаква. Аги казымзоз. Ава изашична. Ари тижи зоп итах тижи ха. Абас анчонилар цозгеған. Аха ярат қошына захон дрызгуан зомбз. Абриге уид дизгуан сара Вианор Панджевичтен базац. Абри саубя потовекушсон. Избанзар исымшат сыдгылан. Ипстаза адыналц. Обыси сызбит и бақа сыргыларц. Абри общество ямо харджала. Техенхоза юнажа убра атсамс тапхана и хашсахи узарбоз бюст Геннадий Лакоба и Сыркадзе. И гылан, и бзензик хайгваргон. Я хартит осешеқазе бешенеқала арт хагача ипырчи. Изпырчи, избанза дардарон дешпатриотыз, и малат пизиши боз, убе халкани пырчи два агеш и шеккулан языкамлы. Академики, люди, которым вообще боялись подходить. Он со всеми находил как-то общий язык, и причем запросто, понимаете? И эти академики, эти люди себя вели как дети перед ним. Я вот помню такой момент, было одно мероприятие, и решили Зураба Вианоровича Анчабадзе позвать. Ну, а тот, в общем, отказывался. И вот я помню, секретарь обкома Будба позвонил, что тот сказал, в общем, сослался на что-то, и плохо чувствую, не могу. И да, и тут Вианор Панч загадочно берет трубку телефона, сейчас, говорит, он придет. Поговорил с ним
через 10 минут приезжает Зураб Вианорович. Это было на самом деле удивительно. Удивительно. Приехал Зураб Вианорович, и я в шутку говорю Пачуле: ну, теперь я понял, почему он Вианорович. Но это ему так понравилось, и он все время на эту тему как-то говорил и даже рассказал, кажется, Зурабу Вианоровичу об этом эпизоде. И, ну, знаете, в то время многие тоже как-то относились снисходительно, вот, ну, дескать, вот он не такой там ученый там и так далее, но ведь он очень интересные, популярные книжки написал. Вот возьмите Гагра, возьмите Сухум, Новый Афон, вот целая серия. Вот сейчас, когда даже читаешь по истечении, по прошествии такого десятилетия, понимаешь, какую большую работу он, в общем-то, сделал. Он находил такие темы, знаете, о которых, ну, в то время мало кто знал, он знал всех старожилов города. Вот в Хахмегере был майор Давидович, вот тоже его, или там, скажем, старые врачи русские, которые здесь жили. И вот, знаете, у него было такое свойство, вот, не давали какие-то архивные материалы. Вот стоило ему появиться, угриться, скажем, они раз ему отдали все. Вот такой он человек был. Как-то располагал к себе, понимаете? После себя Вианор Панджевич Пачуля оставил большую семью. Жена Зинаида Ермолаевна и 2 дочери Арда и Бела, 2 внуков и 4 правнука. Ну, я училась в пединституте. Вианор Панджевич преподавал там историю Абхазии. Очень интересно очень хорошо проводил лекции эти. Конечно, Вианор Панджевич был очень интересным, образованным человеком. Он много ездил по разным странам Азии и Европы. Несмотря на то, что была война, я осталась одна в доме. И этим самым я могла сохранить все наследие Вианора, весь архив и, конечно, книги. После войны я переиздала почти все его труды. Сара Сабхоускан Дахагылан Апсо культурат Бакапа институт и Хабс Даган. Министерство, комитет, я Цанагуан, Совет министров Акушапа Хазан. Да, раз Серехе и Свалашут Аджаба яд ибауз, Занат яд ибауз Аджаба. Уи встазаразиги, игбуктакозаги, Зигрескис Абхазинаргон, Зхудсвази, и Татара. Руско-речки сезона такунера игу ипсы джабатен имя пригоз. Ара уягана хала яртня хозар черпшигас тхаман хара уипсы абас звус язневоз звус цаулан издурвоз и бесша дараза и пшзан и юша пшзан интерес что харпихан абхерванала галаги Ацухтун педак анзуне анза ашва аштатара угуя удзомс брара интересата на турах цака атна ашва и кепхван Вианор Панджевич Пачуля Уртава абсына да гадуне чуе сырдырва бурта ашку и царома турах царома поэт царома. Я аваз Сергей Садыгалан, Цыпхон, Сара, значит, машина Саван,
فرخ يحقون عيبة بركوا دار زنترس حركة زايبة بركوا سرجي صلخ ونيل بجبل يزبون. Молодежь в этой семье читает и знает наследие главы семейства. Как стихотворение, как вольный перевод книги Вианора Пачулия по древней, но вечно молодой Абхазии. Такого рода отзыв о книге написал журналист Сафонов. Народ Абхазии, ты вечно молодой, и трудишься, и землю украшаешь, а чужеземцев сам страдал порой, но никому не угрожаешь. Познал и радость, и беду, и сохранил от года к году дань уважения к труду, гостеприимство и свободу. 1969 год. Арас анагиште исымша ҳанеизалак таацәала ҳаизот исымша асахьақәа цәыраҳгоит ҳрыхәаԥшуеит аекспедициақәа рахь даныҟаз иааиҵаз ахҭысқәа зегьы ииқәыз убырҭ зегьы еибаҳҳәоит, иаҳгәалаҳаршәоит. Ахәыҷқәа зегьы ирзеиҭаҳҳәоит ҳанеизалак аҭҵаарақәа иҟаиҵо зегьы. Иҟаиҵоз аԥсынразы зегьы ҳрыдтәаланы ирзеиҭаҳҳәоит, дара ргәаҟыни рхаҟыни аанхарц азыҳәан, нас рхәыҷқәагьы ирзеиҭарҳәаларц азыҳәан. Вианор Панджевич – автор более 600 публикаций, более 30 книг. Многие его книги были удостоены дипломов Всесоюзного общества знания, как лучшие книги подобного жанра тех лет. Я даже помню, вот он выходил и часто шел там, скажем, мимо художественного училища, и мой брат его Гена как-то увидел и говорит: Вианор Панджевич, я бы хотел вас вот вылепить, ваш портрет. Вы, говорит, прямо на римского императора похожи. У вас такой колоритный типаж, говорит, я бы. И он тут же откликнулся, и вот Гена его лепил долгое время. На самом деле очень интересный появился его скульптурный портрет. Вот. И в Пантеоне этот портрет на его, в общем-то, могиле. И здесь, дом, где он жил, тоже там был этот портрет на доме, но во время войны родственники, чтобы спасти этот скульптурный портрет, они его сняли оттуда. Вот. И Гена его лепил вживую. Понимаете, это очень важно. А вот через какое-то время его, в общем-то, не стало. Я еще помню такой момент, мы шли как-то, уже там перестройка, все были в таком как бы восхищении, что вот Горбачев, что такие вот перемены происходят. И тут, я помню, мы встретились с ним, а он был такой мрачный. Я говорю, что случилось, Вианор Панджи? Как раз какое-то крупное событие. Он говорит, наступают очень плохие времена, Станислав. Я говорю, в каком? Очень плохие времена ты увидишь в ближайшие годы. И в скорости его, в общем-то, не стало. Я думаю, что если мы на будущий год Министерство культуры сможет издать его книгу об аргонавтах, это будет даже большая память, чем если бы мы сделали в какой-то филармонии или в театре чествование, разговор о нем. Потому что ученый после себя оставляет книги, а мы в качестве памяти об ученом тоже должны оставить его наследие, опубликованное в книгах. Ну, я думаю, что он оставил серьезный след в истории нашего народа. Повторяю, бывали всякие публикации о нем и так далее, но проходило время, и люди говорили, а все-таки Панджевич был прав. Да. Я считаю, что такой человек, как Вианор Панджевич, очень нужен был бы, например, и сейчас, когда люди не могут договориться, из-за чего происходит вот такое разделение. Такие люди нам сегодня тоже были бы востребованы. Светлая ему память. Сегодня научный мир отмечает 90-летие Вианора Панджевича Пачулия. Безусловно, его творчество останется яркой страницей в культурной жизни Абхазии.